24 июля 2009 года в газете «Вечерний Челябинск» появилась статья под названием «Памяти Алексея Тевкелева». В интернет-версии этого издания читаем: «Современники почитали его, пожалуй, самым замечательным деятелем XVIII века в политике России на Востоке». В публикации также дается краткий биографический очерк героя и выдвигается идея строительства ему памятника как основателю Челябинска по проекту выпускника Свердловского художественного училища Ивана Трепицына. Желание обрести в лице того или иного исторического деятеля своего отца-основания вполне понятно. Однако того ли человека прочат челябинцам в отцы-основатели, и достоин ли он называться таковым? Итак, кем же был генерал Тевкелев? По данному вопросу существует две версии. Автором первой является известный татарский историк XIX века Шихаб ад-Дин Марджани. О происхождении Алексея Тевкелева имеются две основные версии. Согласно одной из них, эта фамилия ведет свое начало от Чингизида, Рысхана, хана Золотой Орды. Версия о чингизидском происхождении Тевкелевых, скорее всего, является выдумкой Шихаб ад-Дина Марджани, ибо напоминает своеобразный панигирик могущественному в то время роду служилых мурс и дворян. Я все-таки ставлю под очень большое сомнение тот факт, что Тевкелев, о котором речь идет, вряд ли мог являться Чингизидом. И если бы он являлся таковым, то вряд ли бы он мог дорасти до уровня переводчика коллегии иностранных дел. Представители свергнутой династии назначать переводчиком и давать в его руки бразды управления территориями России, это не выглядит, по крайней мере, неправильно с точки зрения российского управления. Более правдоподобной выглядит версия об их ногайском происхождении, так как среди представителей правящего клана Ногайской Орды значится князь Тевеккель. Тевкелев, согласно обеим версиям его происхождения, был либо потомком Чингисхана, конкретно казахским Чингизидом, либо потомком ногайских князей из рода Мангыт. В обоих случаях он был потомком монгольской знати, и к современным татарам, потомкам волжских булгар, не имел прямого отношения, так как название служилый татар было скорее сословным, нежели этническим понятием. Категория служилых татар стала формироваться на Руси еще задолго до падения ордынского ига. Большинство из них приняло крещение и активно участвовало в покорении русскими своих бывших единоверцев в Поволжье и Сибири. Для московского государства они были верными слугами, для своих соплеменников – отщепенцами, которые отказались от своих корней и идеалов, своих предков ради царского жалования. Разнородные по происхождению, они составили основу будущего класса русских помещиков. Их-то имел в виду Салтыков-Щедрин, делая героем своей сказки «Дикий помещик» князя Урус-Кучум-Кильдибаева. Переводческое дело было семейным занятием рода Тевкелевых. В посольском приказе служил Рамазан Тевкелев, двоюродный дядя будущего генерала. В Петровской коллегии иностранных дел служил его троюродный брат Муртаза Тевкелев. Видимо, по протекции последнего в этой же коллегии оказался и Кутлу Мухаммед. Так звучало подлинное имя нашего героя. Честолюбие было главным побудительным мотивом поступления его на службу. Стремление разбогатеть и обрести высокий социальный статус будут всю жизнь гнать переводчика вверх по карьерной лестнице. Новоиспеченный переводчик иностранной коллегии Мамед Тевкелев, как он подписывался тогда под документами, с головой бросается в самые безумные затеи Петра I и не раз оказывается на краю гибели. В 1722 году Петр I отправляется в персидский поход, и Мамед Тевкелев снова оказывается рядом с монархом. Нулевые результаты персидского похода натолкнули царя на мысль о необходимости поиска других путей в Индию. Тевкелев впоследствии писал: Петр Великий в 1722 году, будучи в персидском походе и в Астрахани, через многих изволил уведомиться об оной орде, хотя оная киргиз-кайсацкая орда – степной и легкомысленный народ. Токмаде всем азиатским странам и землям оная де орда ключ и врата, и той причины ради оная де орда потребна под российской протекцией быть.
Реализации идей Петра способствовала благоприятная политическая конъюнктура, сложившаяся в степях Центральной Азии. Казахи потерпели сокрушительное поражение от западных монголов – Джунгар. В 1730 году правитель младшей Орды Абул-Хаир-хан посылает ко двору Анны Иоанновны послов с просьбой принять его в русское подданство. Он просто искал политического убежища, конечно же. А в действительности ситуация была очень сложной, и далеко не все ханы и старшины считали, что это подданство принесет пользу. В Казахстан с ответной дипломатической миссией немедленно отправляется переводчик Мамед Тевкелев. Наступил звездный час служилого Мурзы. Конечно, ни о каком настоящем подданстве не могло быть и речи. Это была грязная политическая махинация, имевшая целью найти повод для колониального вторжения в Среднюю Азию. Петр I, по словам Тевкелева, говорил ему: «Будя он и Орда в точное подданство не пожелает, то стараться мне, несмотря на великие издержки, хотя бы до миллиона издержать, но токмо, чтоб только одним листом протекцией Российской империи быть обязались». Что ж, этот листок Тевкелевым был получен. Жалкий листок, не отражавший ни воли казахского народа, ни государственных интересов России. Зато он стал основанием для реализации планов златолюбивых и честолюбивых прожектеров, мечтавших о славе конкистадоров и несметных богатствах Индии. За свою миссию в Казахстане Тевкелев получил звание полковника. Теперь рисовалась перспектива дорасти и до генерала. Пока Тевкелев интриговал в Казахстане, в Петербурге у него неожиданно появляется единомышленник, обер-секретарь Сената Иван Кириллов. Последний быстро оценил перспективы, которые открывались в случае реализации нового геополитического проекта, и составляет грандиозный план открытия сухопутного пути в Индию. В устье реки Орь предполагалось заложить крепость, изготовить здесь суда, в разобранном виде доставить их на берег Аральского моря, затем подняться вверх по течению Сырдарьи в горный Бадахшан, а оттуда, перевалив через Гиндукуш, выйти в Индию. Нетрудно заметить, что план Кириллова был абсолютной авантюрой. Вот, например, Кириллов пишет: вот Колумб же не боялся там совершить экспедицию, но зато сколько золота и серебра, там сколько драгоценных камней приобрели испанцы. Вот Колумб же захотел и сделал. Сначала его ведь Колумба тоже никто не поддерживал, но зато все европейские государства были довольны деятельностью Колумба. И я поняла, вот между строк, мы же ученые, иногда читаем между строк, вот вообще-то Кириллов, Иван Кириллович вообразил себя Колумбом, который, вот Колумб не смог путь в Индию открыть, он же заблудился, а Кириллов откроет путь в Индию. Несмотря на очевидную абсурдность, план Кириллова получил высочайшее одобрение, и в краткие сроки им была организована первоклассная экспедиция. В ее состав вошли специалисты в области морского и горного дела, топографы, инженеры, экономисты, художники, строители. Записался даже студент Михаил Ломоносов. К счастью, ему в последний момент было отказано. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Кириллов был типичным кабинетным мечтателем. Сибирь ведь тоже была чужая, рассуждал он, убеждая себя в правоте собственных прожектов. Однако Ермак 600 воинами взял ее и отворил путь до самого Китая. Себя, конечно, Кириллов мнил в роли русского Колумба и Кортеса в одном лице. Беда заключалась только в том, что до прибытия в Уфу он и представления не имел, что ждет его впереди, чего нельзя было сказать о Тевкелеве. Тевкелев прекрасно понимал, что впереди их ждет не Индия, а кровопролитная война в Башкирии, народ которой без сомнения окажет сопротивление. Хитрый Мурза знал обо всем, но молчал, не желая упускать случая извлечь выгоду из создавшегося положения. Таким образом, большая часть за случившееся далее за кровь восставших башкир и русских солдат лежит на нем. Следует иметь в виду, что Алексей Тевкелев был назначен помощником обер-секретаря Сената, руководителя Оренбургской экспедиции. И Алексей Тевкелев
он больше знал, чем Кириллов, местное население, он больше знал особенности, и вот на нем, соответственно, и ответственность должна быть больше, что он предлагал именно такие меры. Кириллов, он был, в общем-то, государственный, кабинетный чиновник до поры до времени, он не представлял себе местное население, его особенности, сложившийся менталитет. Экспедиции были приданы 2 регулярных полка из Казани, 6 рот уфимского гарнизона, половина местных дворян и казаков, а также около 1000 служилых мишарей, татар и башкир. Всего 6000 человек. Кириллов расположился лагерем близ Чесноковской горы, и тут к нему явились парламентеры от лидера башкир Кильмяк-Абыза. Присланы были к нему, Кириллову, башкирцы, с объявлением, что они такого его походу изнести не могут и принуждены будут в том всеми своими силами препятствовать, из которых присланных один тогда ж по учиненным ему розыскам, причем полковник Тевкелев, ревность свою оказал, умер, а другой взят и содержан был долгое время в обозе под караулом. Петр Рычков, История оренбургская. Иными словами, Тевкелев запытал башкирских послов до смерти. Так был открыт счет бесчисленным жертвам палача. 1 июля 1735 года недалеко от села Зерган, нынешнего Мелеузовского района республики, отряд Кильмяк-Абыза атаковал Вологодский драгунский полк, шедший позади основных сил экспедиции, и нанес ему поражение. Таким образом, жестокие действия Тевкелева и демонстративное игнорирование Кирилловым мнения башкир вызвало мощное восстание в Башкирии. Зарубежная историография, например, в лице американца Альтона Данелли, применительно к событиям в Башкирии 1735-40-х годов использует термин «колониальная война». И с этим трудно поспорить. Россия, подражая Западу, встала на путь захвата колоний, и Башкирия стала первой жертвой российского натиска на восток. Беда заключалась в том, что проводниками этой политики с самого начала стали такие люди, как Тевкелев и Кириллов, а не, скажем, Татищев или Румянцев. Василий Татищев, конечно же, не отличался либерализмом, но как человек, хорошо знавший местный край, предупреждал Кириллова о возможных последствиях его крутых мер в Башкирии и предлагал закончить дело миром. Кириллов не обращал на это внимания. Генерал-лейтенант Александр Румянцев, назначенный начальником комиссии башкирских дел, также был сторонником осторожных действий в отношении коренного населения края. Обращаясь к императрице Анне Иоанновне, он прямо называл Тевкелева причиной начавшегося восстания. А отчего оное замешание воровское учинилось, то соизвольте, ваше императорское величество, усмотреть из поданной их челобитной, и словесно мне все башкирцы, бывшие у меня, в той же силе на полковника Тевкелева за суровые его к ним поступки многие жалобы приносили. Сенат считал, что Оренбургская экспедиция должна заниматься строительством города, а для подавления восстания создается специальный орган власти под названием Комиссия башкирских дел, и первым начальником комиссии башкирских дел был назначен генерал-лейтенант Румянцев. Исходя из этого мы понимаем, Оренбургская экспедиция, но и Тевкелев, в том числе и Кириллов, не имели вообще официального права заниматься подавлением восстания. И в этой ситуации и то, что они начинают делать по подавлению восстания, как раз подлежит оценки их деятельности, преступная деятельность. Потому что если, например, это комиссия башкирских дел и солдат правительственных войск, занимающийся подавлением восстания, он такой оценке подвергаться не может, он выполняет приказ. Ни Тевкелев, ни Кириллов никакой приказ не выполняли. Это была их личная инициатива. Пойдя на прямое нарушение указаний правительства, Кириллов и Тевкелев поставили себя вне закона. Они избежали заслуженного наказания только по причине общего разложения, охватившего высшие круги империи во времена правления герцога Берона. В самом начале Оренбургской экспедиции Мурза и полковник Мамед Тевкелев стал подписываться Алексеем Ивановичем. Смекнув, что генеральских погон ему без официального отречения от ислама не видать как своих ушей, он без колебаний устраняет это последнее препятствие на пути к своей мечте. Если исходить из логики империи, то основание Оренбурга и целого ряда крепостей между Казахстаном и Башкортостаном было просто неизбежным.
Неизбежными, наверное, были и определенные трения между колонизаторами и аборигенами края. Обвинять империю в том, что она разрастается, не считаясь с мнением поглощаемых ею народов, это все равно, что обвинять цунами за катастрофические приливы воды и затопление суши. Но коль Оренбургский проект был неизбежным, то массовое уничтожение мирного населения все же можно было избежать. Но этого не захотели ни Тевкелев, ни ведомый им Кириллов. Они превратили простую географическую экспедицию в кровавую колониальную войну. Кириллов и Тевкелев составляют людоедский план полного уничтожения башкирского народа. И так со всех сторон окружа воров и их жен, и детей, и пожитки их, и лошадей, и скот брать, а дома вовсе разорить, и которые пущие заводчики, тех по указам на страх другим казнить, а не пущих и детей мужеского полу, годных в ссылку, вот здею сослать, а жен, детей и девок развесть во внутренние города и раздать в неволю, чтобы корень их был вовсе вырван. К концу первого года восстания башкиры Ногайской и Казанской дорог, участвовавшие в нападениях на Вологодский полк и другие подразделения экспедиции, уже склонялись к перемирию. Однако такой вариант развития ситуации не устраивал Тевкелева, и он срывает наметившийся мир. В январе 1736 года полковник Тевкелев выступил из Бирска на северо-восток Башкирии. Он собирался пробиться в Зауральские слободы, чтобы обеспечить Оренбургскую экспедицию хлебом. Его путь проходил вот по этому Сибирскому тракту, соединявшему Екатеринбург и Уфу. Заподозрив жителей деревни Сиантус в подготовке нападения на его полк, Тевкелев учинил жуткую расправу над ними. Историк Петр Рычков, лично присутствовавший при этом, писал: «Близ 1000 человек с женами и детьми их воной деревни перестреляно и от драгун штыками переколото. Сверх того, 105 человек забраны были в один анбар и тут огнем сожжены». Петр Рычков, «История Оренбургская». Весть о зверском убийстве более 1000 жителей деревни Сиантус всколыхнула всю Башкирию. Сибирская и Осинская дороги, до этого не принимавшие участие в войне, немедленно восстали. Бойня, во время которой погибли 1000 российских солдат и башкирских повстанцев, а также десятки тысяч мирных жителей, продолжалась еще долгих 5 лет. Деревню Сиантус сегодня не найти ни на одной карте. Не осталось также ни одного документа, свидетельствующего о сиантусской трагедии. О ней упоминает только историк Петр Рычков, да башкирские народные песни и предания. Кем был Тевкелев? Это был кровопийца. Другого слова для него не придумаешь. С самого детства мне рассказывали о нем. Правда, тогда мы толком не знали о событиях тех лет, но точно знали о зверствах этого палача, истреблявшего башкир. Предки башкир рода Балыксы, проживающих на территории Аскинского района, первыми испытали на себе тактику геноцида и выжженной земли, автором которой был Тевкелев. Для них мнимые заслуги кровавого полковника перед империей никогда не станут оправданием его злодеяний. Тевкелевге караганда карата шул кадары нәфрәт йөрәкләрендә, күңелләрендә саклайлар. Тевкелевге карата ерда сыккан битендә бурлит, кипит вода реки Идели. Нет, Тевкелевым не найти здесь брода. И сколько б Тевкелевы ни пытались, не задушить им чаяние народа. После смерти Кириллова, последовавшей в 1737 году, начальником Оренбургской экспедиции был назначен Василий Татищев, который, выражаясь словами историка Витевского, стал гнать Тевкелева, считая его и Кириллова главными виновниками вспыхнувшей колониальной войны. Так как Тевкелев у нас проявил такую инициативу и решил заниматься подавлением восстаний, то он больше ушел в организацию карательной экспедиции. Он действительно не принял ни одного участия в открытых сражениях. А карательная экспедиция, как мы знаем, это действие направлено не против башкир-повстанцев, это действие направлено против мирного населения, против женщин, стариков, детей. Для того, чтобы как-то объяснить это, Тевкелев говорил, что когда
башкиры-повстанцы узнают о том, что уничтожены их дети, жены, старики, родители, то они потеряют всякий смысл для дальнейшей борьбы, и они перестанут дальше участвовать в восстании. За ревностную службу в 1742 году полковнику Тевкелеву было присвоено очередное воинское звание «бригадир». В 1755 году в Башкирии началось новое восстание. Мишарский мулла Батыршах Алиев призвал мусульман края к джихаду против притеснителей ислама. Однако на борьбу поднялись лишь несколько башкирских властей. Бригадир Тевкелев, конечно же, не упустил возможности проявить рвение при его подавлении, за что был удостоен звания генерал-майора. Теперь он достиг всего, чего хотел – чинов, богатства, поместий. Тевкелев приехал в Башкирию бедным переводчиком, а стал одним из богатейших помещиков вновь образованной Оренбургской губернии. Его богатство основано на слезах и крови тысяч людей, нажито путем убийств, подлога, обмана и угроз. Одно из таких поместий находится в селе Килимово Буздякского района, где сейчас мы находимся. Прежние хозяева построили здесь огромный каменный дворец, в котором проживали внуки и правнуки страшного Мурзы, а также мечеть, ныне объявленные памятниками архитектуры. Недавно был проведен ремонт тевкелевских строений. Во избежание двусмысленности в отреставрированном здании, по нашему мнению, должен быть небольшой музейный уголок или хотя бы информационный стенд, знакомящий посетителей с личностью Алексея Тевкелева. Подобное отношение к памяти военных и иных преступников является общепринятым. К примеру, дом, в котором родился Гитлер, мэрия австрийского города Браунау собирается превратить в мемориал преступлений их печально известного земляка. Вся территория Буздякского района издревле принадлежала башкирскому роду Канлы. Тевкелев, облюбовав эти места, записался к башкирам-вотчинникам-припущенникам, то есть взял у них землю на правах аренды. В дальнейшем, под разными предлогами, особенно пользуясь тяжелым положением башкир в ходе подавления их восстания, он переделал договор об аренде в купчую и стал собственником башкирских земель. В итоге коренные башкирские села, такие как Сабаево, Актау, Тавларово, лишились своих земель, а их жители были записаны в Тептяре. Гарей Арсланов, автор рукописной истории «Килим Авылы Тарихы», сохранил местное предание, красноречиво свидетельствующее о методах, с помощью которых Тевкелев приобретал башкирские земли. Живописные земли в окрестностях, где протекали реки Чермасан, Куюзы, Тюрюш и Дяш, были кочевьями башкирского рода, который возглавлял аксакал Килим. Тевкелев не раз зазывал в гости, но старик догадывался, что тому нужно, и не шел. Наконец, после долгих настойчивых приглашений, Килим оказался у Тевкелева. После обильных угощений аксакал прислонился к подушкам и задремал. В это время его палец обмакнули в чернила и наложили на написанный заранее договор. Обратно гостя повез наученный заранее кучер. Он остановился в ближайшем лесу, стащил старика с повозки и нанес ему смертельный удар по голове. Передавая окровавленного Килима жене, возница объяснил, что лошади сорвались и понеслись, опрокинув старика. По российскому законодательству мусульманин не мог иметь крепостных крестьян. Тевкелев крестился и стал полноценным помещиком. За свои кровавые деяния он получил достаточное число имений. Его привязанность к собственным этническим корням выражалась весьма своеобразно. Желая пребывать в родной ему языковой среде, он особенно рьяно закрепощал татар Казанского края. Купив земли в Терсинской волости, он немедленно превратил в холопов все ее население, несмотря на то, что мусульмане, будучи ясачным населением, считались лично свободными. Уфимский вице-губернатор Петр Аксаков жаловался императрице Елизавете. Помещик-бригадир Тевкелев завладел ясашными людьми по неправильным отдачам, а других побрал самовольно с собою во крестьянство дворов больше 200. И по отдаче несколько людей померло в Казани под караулом. А другие за прошение биты кнутом и плетьми, из оных же в Мензелинске казнены, а иные в ссылку сосланы.
Отношение Тевкелева к собственным холопам было настолько жестоким, что казалось аномальным даже в суровом XVIII веке. Так, в 1736 году в качестве трофея он получил 38, как говорится в документе, башкирских женок и малолетних ребят. Это были члены семей убитых им башкирских повстанцев. Через некоторое время из 38 человек умерло 26. Предки жителей села Килимово также вполне познали лютость своего барина. Терпение холопов Тевкелева лопнуло в 1742 году. Историк XIX века Владимир Витевский писал: «Произвол Тевкелева был особенно чувствителен для его крепостных крестьян. Наконец, дело дошло до открытого восстания, которое нельзя было скрыть от правительства. Ясачные татары деревень Балтасовой и Мордвинкиной, принадлежавших Тевкелеву, захотели отложиться от своего владельца. С этой целью некоторые из них, оставив свои жилища, поселились на речке Селиуш в глухом лесу, откуда делали воровские нападения на прочие деревни Тевкелева и разоряли их, угрожая жизни и самого Тевкелева». Тевкелев, проклятый людьми и небесами, умер в 1766 году и был похоронен в селе Мордвинкино, находившемся в Терсинской волости Вятской губернии. Через 7 лет местные крестьяне без раздумья примкнули к восстанию Пугачева с одной лишь мыслью – уничтожить эту ненавистную фамилию. Их жажду мести удовлетворил башкирский старшина и пугачевский полковник Каскын Самаров, который близ Бугульмы взял в плен, а затем казнил сына палача, майора Осипа Тевкелева. В начале 20 века их род пресекся. Идея, захватившая воображение определенного круга челябинских деятелей, не так безобидна. Казалось бы, что тут такого? Стоит каменный Тевкелев, что-то говорит геодезисту, а тот что-то записывает. Однако любой бренд имеет ряд явных и скрытых потенций, формирующих коллективное бессознательное. Вновь вчитаемся в упомянутый нами номер газеты «Вечерний Челябинск». Председатель Челябинского фонда культуры Кирилл Шишов в своем отзыве на дипломную работу Ивана Трепицына, автора памятника Тевкелеву, подчеркнул, что композиция удачно раскрывает образы эпохи Уральского возрождения начала XVIII века, приход образованных, преданных Отечеству молодых людей, их энтузиазм и знание особенностей Востока. Без сомнения, заявление челябинского деятеля можно назвать новым словом в культурологии. Есть итальянское возрождение, есть возрождение голландское, оказывается, есть и уральское. Словом, век живи, век учись. Уральским возрождением, по мысли автора статьи, является приход молодых и энергичных людей, знающих тонкости Востока, то есть Тевкелева и Кириллова. Здесь мы подходим к философской мысли о параллельном существовании двух или нескольких историй. К примеру, приход к власти Гитлера был объявлен в Германии началом немецкого возрождения. Для одних этот период на самом деле стал временем возрождения сумрачного германского гения, для других он обернулся геноцидом. Таким образом, так называемое Уральское возрождение начала XVIII века также должно иметь объект возрождения, но его-то как раз и нет. В указанный период башкиры составляли 90% населения всего Южного Урала, а геноцид 1735-1740-х годов, который проводили Тевкелев и Кириллов, не поворачивается язык назвать эпохой возрождения башкирского народа. Некоторые современные историки пишут о том, что Алексей Тевкелев был не лучше и не хуже других. Он поступал так же, вроде бы события, была такая историческая эпоха. Мы так считать не можем. Это вопрос принципиальный, потому что в истории человечества известны кровавые палачи. Мы их двойственно не оцениваем, и нейтральной позиции здесь быть не может. Какое послание несет нам Тевкелев? Он является точкой расщепления истории Южного Урала на две параллельные и не связанные друг с другом плоскости. Если челябинцы и башкортостанцы не придут к общему знаменателю относительно Тевкелева, то можно констатировать крах единой истории нашего Отечества. А это неизбежно приведет к конфликту между вполне реальными людьми. Наш седой уральский хребет станет этакой Берлинской стеной, разделяющей две парадигмы истории.
На его западной стороне стоит памятник жертвам палача, а на восточной будет стоять он сам. Тевкелев даже с того света продолжает разделять людей и сеять между ними вражду. В свете всего вышесказанного вопрос об увековечивании памяти Тевкелева для любого адекватного человека, живущего в системе координат общечеловеческих ценностей, должен отпасть сам собой. Однако мы живем в эпоху расщепленного человеческого сознания и, соответственно, расщепленной истории. Кто-то упорно хочет поднять звериный оскал Тевкелева на своем щите, надеясь на болезненную реакцию со стороны тех, для кого Тевкелев был и остается тем, кем он был на самом деле, а он был извергом, палачом и садистом. Именно поэтому мы не можем не коснуться вопроса об истинном основателе Челябинска, ибо именно в нем заключен пресловутый казус Белли. Современное городоведение постепенно отказывается от некогда популярной темы отцов-основателей. Ибо любой город – это продукт коллективного творчества. Не является исключением и Челябинск. Но если кому-то непременно хочется найти конкретного прародителя, то не меньше прав на эту роль имеет, например, башкирский Тархан Таймас Шаимов. Это на его земле построен город, и именно он отыскал для него удобное место. Еще больше прав на отцовство у Василия Татищева, выдающегося государственного деятеля и историка. Вот если, например, губернатор Челябинской области отдал приказ своему помощнику и отправил его посмотреть, как там строится там какой-то город или село, или объект, скажем. Но при этом этот исполнитель, этот человек, который выполняет задание губернатора, он же не будет являться родоначальником или основателем, или инициатором возведения того или иного объекта. Но давайте мы перенесемся в условия XVIII века. И Тевкелев первоначально вообще, можно сказать, он не имел отношения к идее создания городов-крепостей на территории Южного Урала, в том числе и современной Челябинской области. Он выполнял поручения Василия Никитича Татищева, а Татищев в то время имел очень большую власть, он был наделен государственными полномочиями. Со дня смерти Тевкелева прошло почти 2,5 века. Но с течением времени его имя не перестало вызывать у людей ненависть и отвращение, ибо оно стало олицетворением абсолютного зла. Для того, чтобы понять, кем он был, башкирам не нужны были архивы и историческая литература. Для этого у них была народная песня «Тавтеляу», передававшаяся из уст в уста на протяжении многих поколений. Башкиры, наверное, чуть не единственный народ на сегодняшний день, который написал песню не про героя, что естественно, про которых пишут эпические песни, героические песни. Башкиры написали песню про антигероя, про Тевкелева. Но дело в том, что песня Тавтеляу была написана именно современниками Тевкелева, те, которые видели его действия. И они боялись, что вот именно и историки, и иные другие будут подвергать сомнению его деятельность. Поэтому я считаю, что эта песня, она выбивается из всей когорты огромного количества песен по истории башкирского народа. Хотя потому, что нам, будущим поколениям, дана уже четкая оценка деятельности Тевкелева, моральная оценка. И поэтому это нужно воспринимать в данном случае как источник. Наш край полковник Тевкелев палил. Долина Агидели выжег он. Ему за то, что он сжигал башкир, легло на плечи золото погон. Покрыл лицо утеса черный лес. Под ветром он ревет порой ночной. Слова проклятия врезал я в скалу, пускай же их прочтет потомок мой.